самое запоминающееся для вас было? Ну, сегодня была очень обширная программа, да, это посещение музея Раисы Петровны Сметаниной, очень теплое, приятное общение, близкое знакомство, пообщались, посмотрели по всей регалии. То, что она заработала, это просто феноменально, конечно, увидеть вживую, послушать от нее, потому что всегда приятно общаться с человеком, который достиг результатов в спорте и выглядит в великолепной форме. Конечно, сегодня также посетили спортивный комплекс единоборства, великолепные залы, великолепная атмосфера. Видно, что ребята тренируются с азартом, глаза просто горят, общение было, все вопросы, все направления, только их интересовало спорта, развитие спорта. И видно, что спорт живет в этом регионе, это тоже очень главное. И сегодня еще мне очень понравилось и запомнилось то, что я посетил выставку, на которой увидел художницу, ее зовут Анастасия Лобецкая, которая великолепная картина была, мимо которой нельзя было не пройти. И, конечно, я с удовольствием приобрел эту картину и передал в гимназию искусства, чтобы люди видели, какие у них есть таланты, которые умеют показывать свое искусство вне зависимости от своего статуса. И такие картины, которые она рисует, это просто феноменально. Хорошо, сегодня вы возглавили парад спортсменов Республики Коми. Познакомились, может быть, с кем-нибудь лично? Какие вопросы задавали вам юные спортсмены? Да, очень много было вопросов разноплановых, особенно некоторые спортсмены спрашивали, как справляться и как достичь стабильности, уравновешивания нервной системы, как работает у спортсменов на ответственных стартах, потому что некоторые спортсмены не справляются. Ну, мое личное мнение, что это недоработка личных тренеров, которые должны четко понимать и видеть изнутри своего спортсмена, потому что они с малого возраста его ведут и видят его и слабые места, и сильные. Здесь нужно понять, как его направить и как нужно подвести к ответственному старту. Очень много спортсменов было, молодое поколение. Мое главное, и я люблю общаться с начинающими спортсменами, которых видно, что у них есть стимул, глаза горят. И то, чего я не испытал на своем пути, когда я рос, потому что было очень замкнутое пространство людей, которые достигли высоких высот, особенно в спорте. И это не хватало для моего поколения, для спортсменов. И мы методом тыкания испытывали сами на себя методику, как этого достичь. А сейчас что можете посоветовать молодым? Ну, самое главное, я хочу пожелать молодым, это заниматься обязательно спортом. Спорт – это двигатель, жизненный двигатель. Независимо, будет он профессионал, не будет, но спорт в жизни показывает и делает те плоды, которые необходимы, жизненно важны для человека, потому что человек переосмысливает все мнение, все видение на жизнь, когда он, работая и понимая ценность работы, когда он занимается спортом. Хорошо, поделитесь своими впечатлениями о лыжной эстафете. Там были свои нюансы? Да, конечно, это, честно скажу, на лыжах я стоял 30 лет назад, поэтому было очень сложно. Трасса была для меня, она была очень скоростная в виде того, что это не снежное покрытие, она была укатана очень великолепно, потому что я спрашивал у спортсменов, что для них это очень удобно, очень комфортно, когда они как с горы идут, как на спусках, точно конкретно скажу, правильно, профессионально, так и на подъемах это им помогает. Но нам было очень сложно, потому что все видели, да, как мы боролись с теми проблемами, которые возникали в процессе гонки, можно сказать, эстафеты, поэтому... И когда ты прочувствуешь также, вроде профессионал спорта, да, но я когда уже вышел на эстафетную дорожку, и видно было, как я как дилетант, как я боролся со своими проблемами, как мне нужно было тяжело и как сложно было дойти до финиша, хотя дистанция была очень короткая, честно скажу. Не возникло после этого желания вновь встать на лыжи?
Не, ну желание всегда должно присутствовать, получить удовольствие от этого, да. Я получил сегодня очень большое удовольствие, даже проехавший, очень тяжело мне было, но я получил огроменное удовольствие, когда я встал на лыжи и проехал по этой дистанции. Хорошо, тогда еще вернемся к нашему спортивному фестивалю. Какие моменты вот лично вот здесь, вот в этом местечке Иб, запомнились вам? Какие-то национальные мотивы? Безусловно, я попробовал себя в метании бревна, попробовал метание топора, метание копья, посмотрел, как правильно называется, футбол, самский футбол, очень интересно, да, но там говорят, что там должен быть определенности мячик другой, но это все равно не смягчает все обстановки, но потому что была борьба очень серьезная, и спортсмены, которые выходили на игру, они полностью отдавались себе, потому что они переживали, как за них болеют болельщики, как на них смотрят со стороны, поэтому они показывали великолепную игру. Хорошо. Можете оценить тогда, вот вы впервые побывали в республике, то есть каковы ваши итоги визита, на что оцените? На что? Ну, если оценить на 10-бальную систему, то это, конечно, 100% 10 баллов, потому что начиная от встречи, от приема, общения с людьми в вашем регионе, это теплый прием, открытый прием, люди жизнерадостные, любят спорт, это тоже очень много значит для меня и в моей жизни, и я думаю, что для людей, которые находятся в Республике Коми. Вот, запомнится вам это название Ибица? Легко, спокойно она откладывается, потому что, когда, опять же повторяюсь, такой теплый прием, это всегда откладывается у человека в подсознании. Это как бы книга, которая написана, и уже ее не стереть. Просто можно вернуться на эту страницу, вспомнить, как было великолепно здесь, как вы принимали, и как вы предоставили такой великолепный праздник, который проводится уже 4 года здесь. Я думаю, что нельзя останавливаться, только нужно развиваться и делать, и показывать людям, как это умеете вы делать, и как нужно делать в других регионах. Есть желание снова посетить нас? С удовольствием я посещу, если будет приглашение, выберу время, чтобы было. Самое главное, чтобы было время свободно приехать к вам. С удовольствием. После таких визитов всегда хочется еще раз возвращаться и возвращаться в те места, в которые отдыхаешь полностью с душой и получаешь такой адреналин, который получают только люди в спорте, а ты получаешь от таких праздников, как у вас.